В эфире новости экономики на Якутия-24, в студии Нургуяна Иванова. Якутия попала в список регионов с самым дорогим вторичным рынком жилья. Согласно рейтингу Росстата, республика находится на 5-м месте по доступности жилья. Так, цена квартиры на вторичном рынке в Якутии составляет 74 230 рублей за квадратный метр. В пятерку также вошли Москва, Сахалинская область, Санкт-Петербург и Приморский край. Примечательно, что Якутия не попала в список регионов с самым дорогим первичным рынком жилья. Здесь лидируют Москва, Санкт-Петербург, Сахалинская область, Московская область, Хабаровский край. Доплата к материнскому капиталу на Дальнем Востоке составит 130 тысяч рублей. Отметим, что в целом по России размер маткапитала составляет 453 тысячи рублей. Единовременное пособие при рождении ребенка для Дальнего Востока будет рассчитано, исходя из размера 2 прожиточных минимумов на ребенка в регионе. В регионах Дальнего Востока, это Саха-Якутия, Бурятия, Чукотка и Сахалинская область, пособие на 3-го ребенка будет платиться вне зависимости от суммарного коэффициента рождаемости. Семьи начнут получать пособие на 3-го ребенка при рождении с 1 января 2019 года, заявил министр труда и социальной защиты Российской Федерации Максим Топилин. Также в новом году должен произойти рост зарплат бюджетников. Это касается как специалистов, упоминавшихся в майских указах президента страны 2012 года, врачей, учителей, социальных и научных работников, так и других профессионалов. На эти цели в наступившем году регионы из федерального бюджета получат дополнительно 100 миллиардов рублей. Специалисты вышеназванных специальностей должны получать оклад, сопоставимый со средней зарплатой других работников в регионах. Никто не отменял требования по соотношению зарплат бюджетников из майских указов к средней по экономике в регионе. И мы жестко следим за сохранением соотношения. На 4,3% с 1 октября увеличится зарплата и тех бюджетников, о которых не говорилось в указах, сообщил министр труда и социальной защиты Российской Федерации Максим Топилин. Россияне получили возможность платить имущественные налоги авансом, не дожидаясь налогового уведомления. Соответствующие изменения в Налоговый кодекс Российской Федерации вступили в силу 1 января 2019 года. Налогоплательщик сможет в добровольном порядке вносить так называемый единый налоговый платеж, то есть перечислить в бюджетную систему любую сумму средств с помощью одного платежного поручения. Внести такой единый платеж сможет не только сам налогоплательщик, но и иное лицо за него, например, родственники. Однако требовать возврата денежных средств вправе только сам налогоплательщик. Использование единого налогового платежа значительно сократит время, затрачиваемое на оформление платежных документов, а также минимизирует ошибки граждан при заполнении нескольких платежек, разъясняла ранее Федеральная налоговая служба. С 9 января в России вступили в силу новые тарифы ОСАГО, которые расширяют диапазон ставок базового тарифа. Теперь в автогражданке предусмотрены скидки за стаж и возраст до 7%. Базовый тариф для владельцев легковых автомобилей отныне составит 2746 – 4942 рубля вместо прежних 3432 – 4118 рублей. Также с 9 января уточняется разделение водителей по стажу и возрасту на 58 категорий вместо 4, которые были прежде. Кроме того, с 1 апреля 2019 года изменится система присвоения коэффициента бонус-малус, что означает скидку за безаварийную езду и надбавку за аварии. В Госдуме разрабатывают законопроект, который избавит должников по ипотечным кредитам от чрезмерной нагрузки. Согласно действующему законодательству, в случае неуплаты гражданам задолженности по ипотеке после соответствующего решения суда, судебные приставы вправе потребовать исполнительный сбор в размере 7% от суммы долга как с заемщика, так и с поручителя. Таким образом, должники оказываются обремененными двойной нагрузкой. Парламентарии предлагают внести поправки в несколько нормативно-правовых актов, включая законы, которые исключают двойное и тройное начисление пени. Кроме того, изменения коснутся случаев, когда должники лишаются взятой в ипотеку недвижимости и остаются должны банкам. Цены на бензин Саханефтегазбыт выросли в Якутии. Официальный прайс-цен опубликован 9 января на сайте компании. Так, цена за литр бензина марки АИ-95 в Якутске выросла на 1 рубль 20 копеек и составила 56 рублей 80 копеек. Самый дорогой бензин продают в северных районах республики. За литр АИ-95 там просят 69 рублей 4 копейки. На этом у меня все. Оставайтесь в курсе экономических событий на Якутия-24.